Создав людей лучшими из своих творений, Всевышний установил для них путь, по которому они должны идти, чтобы обрести счастье и покой в обоих мирах. Человек появляется на этот свет чистым, как белый лист бумаги, и лишь под влиянием людей выбирает либо истинный, либо ложный путь. Как же не ошибиться в выборе? Как понять, что есть истина, а что ложь? Для этого необходимы знания, ибо знающий не ошибется. Вспоминая Абдуллу Алишаева. Абдулла Хаджи Алишаев родился в 1969 году в Махачкале. С детства отличался от своих сверстников добрым нравом. Родители его – уроженцы села Шавкра Лакского района. В семье было 3 детей, 2 старших сына и младшая дочь. Родители постарались дать своим детям хорошее воспитание. Он очень был любознательным, очень был непоседой. Все его увлекало, все его интересовало. И очень был, хотя маленький, когда даже в детстве я его вспоминаю, все его поступки, все, что он совершал, очень были правильными. Вообще вырос удивительно правильным человеком. У нас проблем с Абдуллой не было в воспитании. Он был послушным и внимательным. Но единственная проблема была, он был чересчур добрый и доверчивый. С малых лет, кто чего не попросит, всем все отдавал. Мячи, игрушки, даже велосипед отдал покататься, так и не вернули. Сам не помню кому. Одна бабушка Вера сказала: отдай, пусть покатаются. Я, говорит, отдал. И все, и забывал. Ребята уважали, любили. Дети, которые окружали. В школе точно так же. В школе был он примерным мальчиком. Учился нормально. Заставлять его не приходилось учиться. Он сам был внимательным. Мне даже неудобно бывало ходить на родительское собрание, потому что захлеб классный руководитель его хвалила. Мне бывало неудобно от других родителей, когда она говорила: расскажите, как вы воспитываете, что вы даете ребенку, что он такой положительный. Часто я посылала на родительское собрание отца. Не любила я, когда чересчур его хвалили. А хвалить было за что. Абдулла еще в детстве мог, прослушав объяснение учителя, на следующий день пересказать урок своими словами и получить хорошую отметку. Никогда не хвалился, не кичился своими знаниями. Если что-то из заданного не понимал, то находил дополнительную литературу и пытался докопаться до сути. Всегда был собран и уважителен к старшим. При всем том, что был очень скромный, простой, он в классе неподкупная простота его, и как и лидером был он. При всех его качествах он умел за собой повести и ребят, и по учебе подтянуть, и помочь где чем надо. Причем не был таким закомплексованным отличником, он мог и в игры поиграть, и когда можно было пошалить. Такой всесторонне развитый, кругозор хороший был. Благодарность учителям не хочешь высказать сейчас? Хочу. Без года. Очень хороший учитель. Была русская учительница по литературе. Не знаю, она видит меня сейчас или нет, но она поймет, о ком я говорю. Хороший, честный человек, который от души делал свою работу. Дело даже не в том, вот, насколько правильно все тому, чему меня тогда учили. Но тогда встречались люди, которые вот эту преподавательскую работу делали искренне, с желанием что-то полезное сделать для детей от души. Были такие люди. Потом была плеяда молодых мужчин, которые пришли в школу, молодые, вот, примерно нашего возраста, да, может даже младше, Мухаммад Расул. Ребята, которые пришли в школу работать учителями. Они произвели просто фурор. Учитель приходил
в школу, это в то советские времена, приносил перевод Корана на уроки биологии, начинал читать и обсуждать. На уроки биологии? Да. Изучать? Вот такие учителя были, да. Машаллах. Был молодой учитель по биологии, это Айдемир Зиаудинович. Айдемир Зиаудинович. В том числе, он, что интересно, наука, то, что было доказано, он сравнивал с Кораном, что и дети были очень довольны. Было им очень даже приятно было сравнивать, сопоставлять, что с точки зрения Корана, ислама, все научные данные, все взяты, оказывается, с Корана. Они все в один год закончили пединститут, и как новая волна, человек 8 или 9 новых преподавателей пришло в школу, они сразу начали устраивать эти, как комсомольские эти говорили, комсомольские собрания туда-сюда. Ну, после этого и дискотеки делали сразу, и люди, ну, ребята, подкупаясь этим, да, притягивались. Очень гармонично они влились в этот новый преподаватель. Интересно бывало с ним. Они оставались после уроков, они сами говорили, если вопросы есть, говорили не обязательно по предмету, может, жизненные какие-то, может, что-то у кого-то дома. Ну, так активно внедрились. Сколько бы ни ругали советскую систему, надо отметить, что образованию в Советском Союзе придавалось огромное значение. Были учителя, которые, не ограничиваясь своим предметом, давали всесторонние знания, старались расширить кругозор своих учеников. Учитель нас проводит до угла. Мы каждую субботу, или ходили в горы, вот сюда, в Тарки, на Вагачоул, с нами родители, или мы ходили в парк, тогда он назывался Ленинского комсомола, кататься на качелях. Там же был питомник, брали кушать с собой, брали подстилочку. Всегда ребята всегда были около него. Он всегда со всеми дружил. И все тянулись к нему, потому что он был умный. И это не моя заслуга, это заслуга родителей. Дома родители тоже, видно, очень хорошо его воспитывали, потому что его родители ни одно собрание не пропускали, всегда жили жизнью класса, жизнью школы. И отец, и мать, всегда. И поэтому видно, что ребенок с самого малого возраста получил очень хорошее воспитание. Ответственный подход преподавателей, которые видят недостаточность объема школьного материала, проводят внеклассные занятия, организуют всевозможные походы. Родители, живо интересующиеся, чем занят их ребенок в школе и вне ее. Бабушка, перебирающая четки и строго следующая канонам ислама. Все это воспитывает в нем любознательность ко всему, что его окружает. Да, он очень увлекался каждым делом, которым он занимался, он увлекался. Вот шахматами увлекся, покупал книги, сам находил книги про маститых шахматистов, про теорию шахмат и изучал их. Хотя, когда я его учил играть в шахматы, я убирал там крупные фигуры и играл с ним. Потом не прошло полгода, я уже с ним наравне играл. И еще через полгода я уже с ним играть не мог. Приходилось ему снимать фигуры, основные ключевые ферзя или туры, чтобы наравне мы могли с ним играть, потому что младший брат еще не научился играть. Ему дома не с кем было играть, как со мной. У нас в селении был Шаукринский Мурик Юсупович, прекрасный человек, историк. Откуда мой сын узнал, я не знаю. Пошел к нему, взял самоучитель по арабскому языку и начал обучаться арабскому языку. Тогда он в 9 классе учился. Бабушке на 8 марта совпало 8 марта и Ураза Байрам. Он на ватмане сделал такой плакат, по-арабски написал, что он ее поздравляет. Долго бабушка не давала нам снимать этот плакат, любовалась, радовалась. Вот с той бабушкой было так, что вот этот же Шаукринский, и он сказал, что бабушкин дед, его бабушка, моей матери дед, когда-то содержал школу в селении. И многим, кто там содержал школы, тогда, говорит, книг не было,
Коранов не было, они от руки писали. Ну, должен быть. И говорит, бабушка говорит, да, говорит, у нас есть так от руки написанные Кораны. Старые большие Кораны были, объеденные крысами по краям. Вот он говорит, принесите мне, я восстановлю. Вот он их эти написанные, он восстановил. Но до этого, пока еще не познакомился с Шаукринским, бабушка говорила, что у нее в этом Коране, у нее маленький Коран был, которым она занималась, не расставалась. Там одного листа не хватало, 2 страниц. И говорила, что вот здесь должно быть то-то. И Абдулла сам начал, давай напишем. Сначала написал на простой бумаге, потом оформил вот этот лист вот такой и заклеил туда. Радости пожилой женщины не было предела. Всем, кто бы ни приходил в дом, она показывала плакат и лист из Корана. «Посмотрите, как красиво написал мой внук. У вас тоже есть дети и внуки. Кто-нибудь из них может сделать такое?» Нет. Хоть с десяток нарожайте, никогда не сделают. Как-то в разговоре с ней Абдулла спросил, можно ли, когда я вырасту и появятся дети, одной из дочерей дать твое имя? Можно, почему нет? Но если у тебя не родится дочь, тогда я сыну дам имя Басир, твердо ответил внук. Хорошо, тогда я тебе его завещаю. Так и вышло. Как только у него родилась дочь, он назвал ее в честь бабушки. И вся любовь, которую она питала к нему, передалась маленькой Басират. Вообще, я считаю, вот говорят же, генетически развитые бывают дети. Или по отцовской линии, или по материнской линии. Бабушка была глубоко верующая, Апабаноцир. Прекрасная была свекровь у меня. Глубоко верующая. Она с 15 лет молилась. И сколько я ее помню, всю жизнь она молилась. Свободно читала она Коран. Оказывается, у нее прадедушка был у нас в селении сильный арабист. Он изучал, обучал Корану, сам у себя открыл в своем доме медресе и обучал наших детей, сельчан. Я так полагаю, что он вот в конце концов, он жизнь выбрал ислам. А что он был очень грамотным, красноречивым, мне кажется, это от моего отца, от его дедушки Абдулла Айгунова. Он был сильным оратором, мой отец, и занимал руководящие должности в то время. Мне кажется, вот этот талант от моего отца, а вот эта вера, это по бабушкиной линии. Альхамдулиллах, шукр. У нас в роду есть потомственные летчики, его отца двоюродный брат и его двоюродный брат. Он решил поступить в летное училище. Мы тоже рады были этому, потому что тогда с летных училищ в армию не забирали. Все родители никогда же не хотят, чтобы дети уходили в армию. Дальше я поступил в летное училище Сасовское в Рязанской области. Маша, так ты у нас летчик еще. Да, ну не состоявшийся. Настоящий полковник. Курсант там был. Летал чуть-чуть, с парашютом прыгал там, но потом меня призвали в армию. Почему? Потому что это было время, когда шла война в Афганистане, мужчин, солдат не хватало, они поснимали брони отовсюду, откуда только могли снять. В соответствии с летных училищ тоже была снята бронь, меня призвали в армию. После армии, ты знаешь, была очень сильная тоска по родине. Вот это тоже, это не мною сделанное в себе качество, оно просто данное Аллахом. Я не захотел уже доучиваться, там мне надоело. Я захотел вернуться на родину, как бы там ни было. И я сказал родным, что у меня там медкомиссия бывает, что после армии они нашли какой-то дефект зрения у меня. Ну, по-моему, они потом и догадались, что я соврал. А вначале они говорили, ну давай заново пройдем, через год там ты восстановишься. Я говорю, нет, не хочу я, не то, это не мое, я это чувствую. Вернувшись домой, Абдулла поступает в медучилище на стоматологический факультет. С отличием заканчивает его и начинает работать по специальности. Но вскоре оставляет работу и вместе с братом начинает заниматься обувным делом, которое приносит немалый доход. Женится. В 1996 году у него рождаются 2 мальчиков – близнецы Гасан и Гусейн. Все вроде бы хорошо.
Семья, достаток, собственная крыша над головой, перспективное дело, которым занят. Казалось бы, все, к чему стремятся молодые люди его возраста. Но Абдулле чего-то не хватает. Он начинает размышлять, неужели материальное благо – это все, для чего живет человек? Ну, до этого я тоже думал о многих вещах, но так глубоко не задумывался. Вот знаешь, в армии я увидел картину Сальвадора Дали «Предчувствие гражданской войны». Это сюрреалистическая картина. Для меня это был шок. Я сидел и смотрел, не отрываясь, на эту картину где-то в течение минут 10-15. То есть я такого еще не видел. Человек нарисовал предчувствие. И это привело меня к выводу, что есть нечто, какой-то некий другой мир тоже, кроме материального. Вот это чувство, оно заставляло искать, а что же еще за материя может быть. То есть ты почти физически ощущаешь, что кроме материи есть еще что-то, не может его не быть. Уже вот это не на уровне рационального сознания, а на уровне чувств, оно к тебе приходит. Потом ты ищешь уже ответы на эти вопросы. И, естественно, я начал интересоваться разными доктринами. Да. Я и эти атеистические книги читал довольно много, и как они обосновывают все это отрицание Бога, но это довольно примитивно. Да, но его не видишь, и нет его, это что объяснение, что ли. В то время это было модно, конечно. Буддистские вещи, кришнаитские вещи, вот это познание истины, путь к истине и так далее, Бхагавад-гита. Он любил рассуждать на эти темы и так далее. Я говорил, слушай, если ты так будешь идти по жизни, тебя занесет, не туда занесет. У нас есть свои ценностные ориентации, это для нас вот ислам, это для нас это самое. И вот во время входа этих бесед я вот обратил внимание, как он впитывает все это дело. То есть вот то, что вот на улице, на поверхности вот тогда вот было модно, и молодежь, не он только, вот вся же молодежь была тогда вот в поисках. Постепенно я пришел к выводу, что нечто есть, вот то, что называется Богом, да, есть духовный мир, есть определенные духовные законы, которым надо следовать, но как им следовать, какие правильные, какие неправильные, где этот истинный путь. И я для себя сделал вывод, что истинный путь никто не знает, что он утерян, что были какие-то пророки, великие святые люди, которые проходили, доносили до людей чистую информацию, но люди ее искажали. То есть я пришел к такому выводу, и все вот те доктрины, которые существуют, и конфессиональные, и неконфессиональные, они все искажены. Истинного пути никто не знает. И я сделал попытку, такой юношеский максимализм, да, изучить все религии и вывести какой-то свой путь чистый, выбрать. Свою религию. Да. Но что интересно, почему-то Аллах так сделал, что исламским вероучением глубоко я до этого не интересовался. И интерес появился с того, что у меня появились соседи, которые соблюдают ислам. То есть увидев, как они вообще живут, что они делают, вот из их поведения интерес пошел. Он как-то потихоньку по вечерам заходил, там с нами начал общаться. Такой он же спокойный парень вроде как-то. Но он как бы больше всего, я заметил, интересовался именно религией. Вот. И хотел начать вроде намаз, у него это внутренние свои чувства, я потом уже понял все его чувства, я это вначале не знал этого. А он, оказывается, и изучал разные религии, и интересовался и христианством, и иудейством, и всякие религии изучал. Он же все-таки грамотный парень был тоже. И все это и пришел к тому, что все-таки уткнулся на ислам, и вот с нами тоже встретился, видимо, по воле Аллаха так получилось. И мы как раз тоже вот усердно вот взялись за это намазы, за все. И делали намазы, не пропускали. Вот такое время у нас было. И ему повезло, как-то с нами встретился и тоже захотел намаз делать. Он. Так его научили намаз делать. Есть такая поговорка: рыбак рыбака видит издалека. Вот мы как-то глазами встретились, и я сразу почувствовал, что как будто я этого человека знал всегда. Такое часто бывает в жизни. Вот именно с кем, может быть, тебе судьбой предначертано потом там какие-то отношения дальнейшие, близкие. Такое чувство, оно как бы присутствует. У него вот это было вот очень такое, знаешь, глубокая мысль, да, и вот у него жажда была на самом деле, сильнейшая жажда, и вот мы обменивались постоянно своими там видениями, там, мнениями и так далее, так далее. Ну, то, что они мне объясняли, оно полностью ответов не давало. Я им сказал, дайте мне книги, которые вы читаете.
Когда начал читать книги, я поразился тому, насколько четко, ясно и грамотно все объясняется. Я увидел, что ислам не просто на голову, а на многие порядки выше всех тех остальных учений, которыми я знакомился до этого. Я понял, что это истина. И тогда была просто эйфория, Мухаммад Расул. Я думал, вот я нашел счастье, и надо его до всех людей донести. Я даже не понимал, что не все так углубленно и усиленно его ищут, как я искал. Да. Абдулла по-прежнему много читает, интересуется всем, что происходит в республике, посещает духовно-просветительские лекции, различные маджлисы. Узнав, что в Дагестане есть последователи тариката, решает встать под опеку духовного наставника, меняет имя, что вызывает немало вопросов у тех, кто его знал. Это ведь все взаимосвязано. Имя вообще, оно влияет на поведение человека, на то, как складывается его судьба. Это известно. Это и в древности было людям известно, и даже в доисламские времена. И сейчас, в принципе, это так. А я, когда начал думать, вообще надо ли менять имя, я так думал, ну что там в имени, главное же, какой человек, да. И я, естественно, посоветовался со своим духовным наставником. Он мне ответил просто. Мне сказал, пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, своим асхабам тоже менял в таких ситуациях. И тебе подошло бы имя Абдулла. Вот такой момент был, когда я думал, что, может быть, придется поменять. Я искал имена и не мог найти, которое бы мне понравилось. Когда он сказал это слово Абдулла, я подумал, как я не догадался, какое прекрасное имя. Раб Аллаха. Так просто и чисто, да? Вот человек, который готов делать ради Аллаха все, ради довольства Аллаха, не ждя ничего взамен, да, вот такая вещь получается. Раб кто? Ему же не платят за работу, он просто делает то, что ему сказали, и все. Все близкие вокруг тебя, они тебя поняли тогда? Насчет понимания, я тебе так скажу, если человек любит другого человека, то когда он встречает что-то непонятное, он старается понять, а не осудить. Вот это было мне дано Аллахом, были люди, близкие люди, они все-таки меня любили, и они пытались понять меня, но не осудить. Это и помогло, наверное, в дальнейшем. Понять меня, конечно, было сразу трудно, но желание понять сделало свое. Еще одно мне запомнилось такое, да, интересный момент был. У нас было много людей, мы когда пошли туда, ну, вся группа была, у нас человек 10 почти было. И это Устар со всеми все поговорил, все нормально, но именно когда при выходе, он именно Абдуллу взял, вот так за голову, особо его вот так, ну, с любовью его взял за голову. Я тогда это даже не все заметили это, кто заметил, кто нет, но я это увидел. И так задумался, интересно мне. Ну, просто вот, ты тогда же не думаешь об этом ни о чем. Просто в голову пришло интересно, почему его так именно сделал. Круг общения Абдуллы постепенно меняется. Меняются и интересы. Культурно-спортивный центр «Муртазек», который они организуют с друзьями, вызывает большой интерес у земляков. Одетые в черкески на красивых лошадях со знаменами в руках, они – желанные гости на многих и не только на городских мероприятиях. В 1997 году, в год 200-летия со дня рождения имама Шамиля, муртазеки едут в Калугу, а затем в Москву, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных этой дате. Творческий потенциал Абдуллы становится востребованным. Он принимает участие во всем, от режиссуры до конных проходов. Казалось бы, все складывается хорошо, но ему снова чего-то не хватает. В своих молитвах он просит у Всевышнего дать ему возможность быть с теми, кто доносит ислам до людей. Вскоре такой шанс ему дается. Он начинает работать на канал «Азия-Европа», где впервые пробует свои силы в качестве автора и ведущего передач. Новизна и нетрадиционный подход дают свои плоды, его работы замечают. Муфти Дагестана Ахмад Хаджи приглашает его на работу в Духовное управление мусульман Дагестана. Ко мне его привел вот Мурад. Раньше они были известными как Муртазеки, вот это Карим, Мурад, Абдулла и Сулейман, вот Тагибеку. Они четвером, они как вместе были, они вместе ко мне подошли. И у меня была очень большая проблема, не знал, кто будет заниматься телевидением «Мир вашему дому». Наша передача была, и я в этом деле вообще не специалист, не понимаю.
не знаю там, как строить работу, не знал. И в это такое трудное время мне Мурад предложил, вот Абдулла говорит, справиться. Хотя он не был тоже специалистом. Мы были людьми, которых объединила цель. Цель – это доводить до мусульман ислам. Поскольку после развала Советского Союза все знали, прекрасно понимали, чувствовали даже, можно сказать, что ислам – это красота, это хорошо. И именно все ценности Дагестана – это то, что они получили через ислам, через религию ислам. Мы даже не представляли, что такое телевидение, а вот с приходом Абдулла Хаджи, рахмахуллах, конечно, вообще и желание, и работа – это было совсем другое. И после этого начали добавлять время тоже, передача начала выходить 2 раза в неделю. Значит, и, конечно, вот так какая-то динамика пошла. В работе он был, конечно, можно сказать, беспощадный. Очень он был строгий. И опять-таки, вот как ревнивость его заключалась к религии, так же он и к работе. А работу, если можно сделать, допустим, на 100%, на 80% не оставлял это делать. Вот он работал вот на износ. Я помню, когда он делал передачи, по 2 15-минутные передачи в неделю, практически сам один. Вот взрослые люди, наверное, понимают тогдашнее телевидение, именно на ВХС-кассетах, которые вот монтировали, да, настолько изношенный был вот этот аппарат, что вот когда монтировали и нужно было где-то останавливать, на 2, 3, 4 кадра оно уходило вперед. И рука, рахмалла Абдулла, настолько была наточена, что он раньше останавливал, чтобы останавливаться именно на том нужном месте. Вот на этой аппаратуре он эту всю работу делал. Он готовил для меня лично, готовил вот эти передачи, да, для поселка Новых Ужит. Это уже местные, которые на Дагестан или же даже на столицу не выходят. Потом для Кизлюрта отсюда приходили люди, именно люди, которые хотят распространить ислам. Вот им вот не было так, чтобы он вот говорил, да, я это не могу и так далее. Всегда было, что он 4 часа ночью уходил домой. Вот мы единственное, если помогали Сулейману, там, по съемке там еще Хусейн тогда работал, парень. Вот. Ну, основную работу, скажем так, черную, там, и текст подобрать, и там монтировать, там, и так далее, и так далее. Даже и в самих съемках он как оператор тоже довольно-таки талантливый был и так далее. Ассаламу алейкум, дорогие телезрители. Мы находимся в селении Балхар, которое славится на весь Дагестан. На студии «Мир вашему дому» Абдулла встречает единомышленников. И хотя работать по большей части приходится самому, но та среда, в которой он находился, доброжелательность окружающих его людей, их готовность прийти на помощь в любую минуту – все это принесло свои результаты. Его сюжеты начинают выходить не только на региональном телевидении, но и на 2-м канале российского телевидения в передаче «Мусульмане». Для РТР из Дагестана. Работая в духовном управлении мусульман Дагестана, он занимается еще и просветительской деятельностью, посещая вместе с алимами различные лекции и диспуты, организованные для молодежи. В институтах, в вузах, вот высших образований, даже в школах, детских садах, значит, реабилитационных центрах. Бывали встречи, например, да, в самых таких местах, где, например, люди не думали, что именно туда тоже духовное управление люди посылают. Как, допустим, какие-то заводы, да, Дизель, Магомед Гаджиева, троллейбусное управление. Вот все не были такие точки, организации, куда мы не ходили. И засучив рукава, Абдулла Хаджи тоже вот вместе с нами. Потому что мы вот знаем, касающиеся религии, а светские знания, как раз таки этим знанием обладал он. Присутствие Абдуллы это особо облегчало нам положение, поскольку он уже тем языком, который необходимо, чтобы те люди поняли, он так и говорил. Потому что когда эти люди говорили, он говорил, я был там, я это знаю, что это такое, и эту жизнь тоже я знаю. Поскольку он светский, грамотный, такой способный человек он был, в телевидении он быстро вник, он быстро освоил это все. А то, что касается исламской науки, ну, я ему говорил, советуйся с алимами, поскольку, альхамдулилля, в духовном направлении были алимы, и в этом направлении у него никаких проблем не было. Он советовался, что касается исламского ильму, шариата, то, что не знал. Но человек, даже если не знал, но умел спрашивать. Таких, как я,
необходимо было 4 человека, чтобы за ним успевал, и чтобы могли давать ему информацию, потому что это работа, где необходима информация. А это человек, который не является, ну, не имел высшего образования духовного, да, не алим, не ученый, а это, ведь он-то делает передачи. Значит, именно для этого, вот когда мы, ученые люди, значит, даем ему информацию, это как будто, получалось так, как будто мы в руки повара даем, например, да, там огурец, помидор, лук, там зелень, а он из нее делает хороший салат и подает. Вот она намного вкуснее была, чем то, что мы сами говорили. Вот так выглядело это все. Ну, во всяком случае, чем я горжусь? Тем, что это мой период он был. Да, мой. И просто я им каждому и говорил, я говорю, я ваш помощник всего лишь, я же не специалист. Вот сегодня мы думаем, а ведь фактически же он был одним из первых, кто вообще прокладывал дорогу журналистику, то, что мы сейчас называем религиозными СМИ, средствами массовой информации. Он ведь был одним из немногих. И практически вот эти люди, первопроходцы, пионеры, им не у кого было учиться. Ты специальное образование все-таки получил для телевидения? Нет, я учился на своих ошибках. Никакой. И даже учителя у меня не было, который бы хотя бы на практике меня чему-то учил. Скажи, пожалуйста, вот это сказывается сейчас на работе твоей? Ну, когда я почувствовал, что оно сказывается, я начал читать книжки определенные. Помогло? Это помогло, потому что опыт практической работы был, поэтому теоретическую базу я смог быстро взять с тех книг, которые читал. В августе 2003 года Абдулу Алишаева командируют в Кулинский район с целью духовно-нравственного просвещения населения. Хорошее знание родного языка, доброжелательность, природное красноречие, любовь и понимание нужд своего народа располагают к нему. Проводя беседы с джамаатами сел, подготавливая почву для назначения имамов, где это необходимо, за 3 месяца он объезжает весь район, общаясь со школьниками, доярками, фермерами, управленцами, проводит немалую работу. Поехал он в Кули. С ним поехала, как декабристка, его жена Хава. Дай Аллах ей долгих лет жизни живых моих внуков поднимать. Прекрасная женщина. Она и в Кули поехала с грудным ребенком, Басиретка родилась. С этой дочкой грудной она поехала в селение Кули. Лакский, это Кулинский район, даже не Лакский район, мы сами с Лакского района. Не зная языка, не зная людей. Люди нас очень хорошо встретили. Абдулу очень уважали там, и к нам приходили, и нас приглашали. Гостеприимные были люди. Вот. Чтобы как бы впустую не тратить зря время, я тоже ходила в мечеть, учила девочек иману исламу, как правильно совершать намаз. И Абдулла, естественно, тоже там занимался даватом. По возвращении из 3-месячной командировки ему предлагают работу на ТВ Черкей в качестве редактора телевизионных передач. Недолго думая, забрав семью, он переезжает в село. Вскоре к нему переезжает и младший брат, который также начинает работать на этом канале. Надо отметить, что Абдулле была предоставлена свобода в выборе тем для передач. Он сам решал, с кем работать и что снимать, разумеется, в рамках шариата и Конституции. Естественно, я как мать плакала и говорила, другие селения в город едут, а что ты, мой сынок, в селение едешь? Но я хочу вам сказать, я сама была в селении Черкей, благодатное место. Удивительный покой, удивительное душевное равновесие обретаешь, когда наступаешь в это селение. Вот с его приходом, конечно же, у нас работа тоже кардинально изменилась в лучшую сторону, поскольку у него был опыт в этой работе. У него был дар от Всевышнего Аллаха. Если человек разумный, он, когда видит в другом человеке какие-то достоинства, он их с радостью принимает. Вот. Или же что-то у тебя не получается, а другого это получится лучше, он должен этим радоваться. Поэтому мы очень были рады, и те, кто у нас там работали, все они были этим довольны, и многому у него научились. Ну, в Черкее, конечно, я бы прожила бы, наверное, всю свою оставшуюся жизнь. Я думаю, Абдулла тоже. Очень баракатное место. И
Там мы работали тоже на телевидении. Вот, например, человек-редактор, да? Он творческий человек. Его мы взяли работу именно этим заниматься. И когда нужно было какой-то физические такие работы исполнять, он это тоже выполнял. Например, мало ли что там, какие-то вышки устанавливать, антенны устанавливать. Это же не его работа. Но, несмотря на это, из-за своей простоты, из-за своего такого кроткого характера, он этим занимался с радостью. Вот, простой был человек. Абдулла был замечательным мужем и отцом. Он был немногословным человеком, когда говорил по существу. Был глубоким, всесторонне развитым, справедливым. И я не помню случая, чтобы он когда-нибудь на кого-либо повысил голос. Был очень уравновешенным. Вот для жены он был очень таким хорошим человеком. Жесткости, такой чрезмерной жесткости в семье я у него не замечал. Как порядочный, нормальный мусульманин, он умел и радоваться тем, что есть. И, альхамдулиллах, я видел, как жена тоже его, супруга его уважала, какое отношение между ними были. И когда вот, друг другу в гости ходили, дружили с семьями, вот мы к нему ходили, вот он к нам. Вот были такие братские отношения. Естественно, такие отношения, основанные на доверии, не могли не сказаться на творчестве Абдуллы. Выходят новые передачи «Час размышлений», где он вместе со студентами и преподавателями обсуждает актуальные для нашего общества темы. «Наш Дагестан», где он со свойственной ему вдумчивостью рассказывает о родном крае, и многие другие проекты. Вот в этот период, конечно, мне кажется, что наилучшим образом проявился его талант журналиста и оратора, и организатора. Потому что цикл его передач, вот, он ведь поднимал очень серьезные вопросы, связанные с обеспечением духовного единства Дагестана. Он тогда впервые во всеуслышание заявил пусть это никого, конечно, сегодня не обижает, о низком уровне, о невежестве вот многих дагестанцев в вопросах, канонических вопросах, вопросах теологии, что они не разбираются в элементарнейших вопросах и обрядовой, и философской сути проблемы исламских наук. Он тогда начал вот впервые подходить к вопросам, то, что мы сегодня называем исламским образованием, исламским просвещением. Там, конечно, работал очень серьезный, хороший, большой коллектив, дружный коллектив единомышленников его. Они поддерживали его. А генератором-то идей был же он. Тот проект, который я вел на ТНТ Махачкала, это был его проект, скажем так. И просто так получилось, что ему надо было переехать в другой населенный пункт, и ему тяжело это было туда развиваться, поэтому он попросил, как бы, даже можно сказать, потребовал, чтобы я эту программу вел. Мне всегда интересно было, вот две темы у меня есть, которые мне нравятся. Это историческая тема и тема социологическая. Потому что вот это направление, я же тебе говорил, я пришел на телевидение не ради самого телевидения, а ради того, чтобы ислам до людей доносить. Вот это главное здесь. Поэтому вот то, что наиболее эффективно в этом плане, то мне больше интересно. Он все время, Абдулла Хаджи, убеждал и призывая людей к терпению, к сабру, убеждал учиться друг у друга, познавать друг друга, идти навстречу друг другу. Он был одним из самых ярких и, как я считаю, талантливых вот, представителей именно от начала тех религиозных СМИ, которые мы сегодня имеем, которые открыли для широкой общественности ислам таким
каким он есть. Ислам, несущий мир, благо, баракат для людей. Он ведь, и осуществляя эти передачи, он одним из первых религиозных журналистов, да, вышел на неохваченную ни учебой, ни работой часть молодежи, которая остается в подворотнях, на улице, увлекается наркоманией, там, на заболевании СПИДом и так далее. Вспомните цикл его передач, посвященных антиобщественным проявлениям в молодежной среде. Против СПИДа кто забил первую такую серьезную тревогу? Абдулла Аджи. Против наркотиков кто забил первую тревогу? Он забил первую тревогу. Кто последовательно ставил задачу о просвещении, образовании и просвещении молодой именно части? Его цель заключалась ведь в том, чтобы оторвать их от этого тлетворного для Дагестана и опасного влияния ваххабизма, потому что через эти передачи, через ту же наркоманию, через ту же проституцию, через тот же СПИД, он убеждал молодежь в том, что они в конечном итоге приводят и к экстремизму, и к терроризму. Ведь многие его размышления сегодня уже оказались правильными. Абдулла снова полон идей. Он много ездит по республике и за ее пределы в поисках информации для своих проектов. Выходит много передач социального плана, ориентированных на духовно-нравственное воспитание молодежи, о наркомании и СПИДе, о недостатках образования, о святынях Дагестана. Все его время посвящено работе. Даже будучи дома или на отдыхе, в своих мыслях он далеко от окружающих. Вот так сидим мы напротив, вот так, как с тобой сейчас сидим, мы беседуем, каждый, все. Он только когда нужно, в нужный момент слово свое говорил, потом опять. Или же он в работе, голова у него в работе, он думал. Я даже иногда с ним шутил всегда. Я ему так, Абдулла, вот так рукой ему махал, чтобы он вернулся к нам. У него всегда мысли были о работе. Он такой человек был. Он не мог просто пустую сидеть и думать о чем-то пустом. На общение с родственниками у тебя есть время? Очень мало. И это, я знаю, что это обижает моих близких родственников. И я виноват, конечно, перед ними. Мало времени. На родственников у тебя времени не хватает. На детей, наверное, тоже особо не хватает. Не хватает, конечно. Это даже мой минус, так скажем. Все-таки должно было бы хватать. Когда мы были с ним на море, он нам много всего покупал. Мы с ним общались. Он нас любил, я думаю. Но он нам много рассказывал всего, мы ему тоже. Он не только был отцом, но и другом. Когда мы ехали в машине, у него улыбка была на лице. Он смеялся, когда был со своей семьей. Еще когда мы были в парке «Дружба», он нам говорил, мы на буке катались, он нам говорил: держись, держись. Мой папа был самый хороший, самый красивый на свете. Он всех очень любил, больше всего любил Аллаха, больше всего любил пророка, больше всего любил стадо. Всегда покупал мне какие-то раскраски, карандаши, оттуда всякие четки. Ты как строишь с ними отношения, вот, допустим, с мальчиками и вот с девочкой? Ты их наказываешь, не наказываешь? Если наказываешь, то за что ты их можешь наказать? Я их наказываю очень редко, не люблю этого дела.
И наказываю только тогда, когда вижу, что от этого наказания будет польза, что он поймет, что это делал неправильно, и может исправиться в лучшую сторону. Если он не поймет, просто наказывать ребенка надо так, как будто ты сам себя наказываешь. Просто для пользы дела, скажем так. Вот ты его бьешь, допустим, как будто ты сам себя бьешь. Ты им о намазе так говоришь, что надо намаз делать, там, есть Аллах, там, так далее, так далее. Если он говорит, что в какой форме говоришь? Как это происходит? Ну, я стараюсь, чтобы это было ненавязчиво, и чаще всего я говорю тогда, когда они сами начинают интересоваться, а ребенок начинает. Вот, если перед его глазами есть пример, папа молится, да, или там держит уразу, или что-то делает, ходит в мечеть, то им, естественно, это интересно, они даже подражать как-то стараются взрослым там, и так далее, и задают вопросы. Там детские вопросы, а Аллах спит вообще или не спит, там, и так далее. Вот у него появился интерес. В этот момент он уже хочет услышать от тебя ответ. И в этот момент ты по максимуму ему выдаешь то, что ты считаешь нужным. Если же он увлечен чем-то другим, взять его, оторвать и заставить делать, это, мне кажется, эффекта не даст. Я стараюсь, как тебе сказать, своим личным примером заинтересовать их, чтобы у них появился интерес. Но когда появятся интересы и вопросы, я на эти вопросы отвечаю. В 2004 году Духовное управление мусульман Дагестана предлагает ему работу над фильмом, разоблачающим ваххабизм, не имеющий ничего общего с религией, более того, нацеленный на ее раскол. Абдулла с жадностью исследователя начинает изучать груды материала, предоставленного алимами республики, чтобы изучить корни и причины возникновения этого течения. Все, кто его знает, пытаются ему помочь. Кто-то приносит видеоматериал, кто-то экстремистскую литературу, кто-то просто предоставляет свой транспорт. И это не только друзья и коллеги, а иногда и совершенно посторонние люди. Но основная работа – отбор материала, сценарий и монтаж – ложится на него. Но спустя 3 месяца фильм закончен и готов к просмотру. За последние годы его посмотрели не только в республике, но и во всей России. Получена масса положительных отзывов. На фестивале документального кино «Человек и война» в Екатеринбурге обыкновенный ваххабизм получает первую премию в номинации «Профессиональное документальное кино». Вот этот фильм, он показывает опасность от существования и развития той идеологической основы войны, которая сегодня существует на юге России. Показывает спокойно, показывает без надрыва, без истерик, без криков, очень детально. Это вообще фильм, который я бы сравнил с научным трудом. И как к любому научному труду, к нему постоянно возвращаешься. Это не художественная книга, которую прочитал, поставил на полку, и потом, может, через 30 лет еще раз прочитаешь, когда совсем все вылетело из головы. Вот как историка меня в этом фильме привлекает прежде всего научность, прежде всего глубина взглядов, глубина анализа и очень спокойный тон вот этого научного анализа. Но это совершенно новая сюжетная линия телевизионной практики. Вот этот документальный фильм. Первый и пока еще не повторенный ни в Российской Федерации, ни в международной журналистике тема. Нет этой темы. Вот такой темы нет. Когда обыкновенный ваххабизм он начал делать, он ко мне заходил, мы советовались. Ну, что в моих силах, имеется в виду моральные поддержки, какие-то советы я давал. И я думаю, он без внимания вот эти мои советы тоже не оставлял. Мне кажется, что тот период он продемонстрировал себя как гражданин, говорю это с полной ответственностью, как патриот Дагестана, как глубоко мыслящий человек и как профессиональный журналист. Каковым он стал по призванию. Абдулла продолжает трудиться. Следующее его исследование касается образования. Он едет в Санкт-Петербург для того, чтобы узнать, какие альтернативные методики используются в процессе обучения.
знакомится с системой Базарного, которая используется в качестве эксперимента во многих российских школах, изучает опыт ряда европейских стран и ведущих мировых вузов. Все это ложится в основу его нового документального фильма о раздельном обучении, в котором он, поэтапно приводя один аргумент за другим, объясняет зрителю его преимущества. Вот, вроде бы все понятно, вроде бы все это, вот. А такое стена сопротивления, стена такого какого-то непонятного такого поведения, вот, что, в штыки то, что если мусульмане это предлагают, если духовно предлагают, в штыки начинают принимать это все. Вот, вот это пришлось это огромное сопротивление преодолевать. Вот Абдулла был вот этого, чтобы пропагандировать, показывать. Это в России метод профессора Базарного. Он все спокойно, с большим трудом, все это, но тем не менее, как только люди убеждаются, что это дает огромный плюс в развитии детей, они спокойно воспринимают и внедряют эти вещи. Все ведущие гимназии вот такие. У нас очень сильная безграмотность людей в правовом отношении. И они не знают, что можно, что нельзя делать. И когда, допустим, сообщество какого-то села, да, или там родители собирают письма и пишут в Министерство образования, а такое было, с просьбой ввести, допустим, религиозный предмет или основы религии в школах, они не знают, как это письмо составить грамотно. Они не знают, что делать дальше, если им скажут «нет». Вот. И нету какой-то, да, я не знаю, какой-то структуры, какой-то организации, которая бы организовывала эту всю работу, которая бы за них это все сделала. Потому что народ сам спонтанно такие вещи, проекты делать не может. Это должна какая-то организация, не знаю, партия или что-то, или какие-то юристы, да, вот люди, которые чисто с правовой стороны направляют это движение в правовое русло. Это самая главная польза, которую принесет ислам молодому человеку, это нравственные устои. Вот. Другой ему он высокие там материи понять не сможет, но нравственные устои, требования, которые должен ребенок получать, которые, кстати, очень много совпадает во всех религиях и во всех самых этиках, вот, он, мне кажется, должен получать. Недаром в России полным ходом идет это внедрение православия в эту школу, все. А у нас наши чиновники придумывают разные те самые причины, вот. И сами не могут, надо спокойно, это понятно, вопросы могут возникать, вопросы могут самое, но надо сесть, обсудить, поговорить, найти истину. Вот. Что мы, и они, я уверен, и мы, и все мы думаем о будущем наших детей. Когда обращаешься и говоришь о введении религиозных предметов, отвечает, этого нельзя делать по Конституции. На самом деле, не говоря о всех деталях, что этого можно делать по Конституции, если это вводится факультативно. Там никаких даже вопросов нет. Факультативно не то, что можно, но если родители требуют этого, Министерство образования обязано это сделать по требованию родителей. Найти средства, найти возможности для этого. А когда составляются письма соответствующие инстанции, там же они не указывают в соответствии с какой статьей закона о народном образовании, они требуют чего? Факультативного введения или обязательного введения этих предметов? Что они вообще хотят? Нет, они напишут целое письмо, уговаривая, говоря о безнравственности, о том, что наркомания растет. Это все общие фразы. Понимаешь? Для чиновника надо сказать, вот есть закон, в соответствии с этим законом, пожалуйста, сделай то, что мы от тебя требуем. Все. Вот эта работа сейчас делать, у нас ни организации какой-то, ничего нету. В этом проблема сейчас. То, что народ хочет этого, это очевидно. То, что люди не против раздельного обучения в школах. По крайней мере, если сейчас поставить даже вопрос, 50 на 50 разделится. И то из-за слабой информированности. В 2007 году ТВ Черкей переезжает в Махачкалу. Отпадает необходимость в постоянных поездках, и у Абдуллы остается больше времени, конечно же, для новых работ. Это викторина среди светских вузов «Твой шанс», в которой учащиеся соревнуются в религиозных знаниях. Исламский вопрос, где он вместе с Салимом дают пояснение по тому или иному вопросу, актуальному на сегодняшний день. Проект крупным планом, в котором участвуют зрители и приглашенные гости, известные в республике люди, и обсуждают насущные проблемы нашего общества. Я как его встретил, как его послушал, я сразу понял, с кем говорим. Вообще, по любому вопросу он был
он был подготовлен не только по религиозным вопросам, и по политике, и экономике. О чем мы не говорили, он мог на высоком уровне с любым человеком поддержать тему разговора. И имел свое мнение по всем вопросам. А потом я часто с ним встречался стал, и чем чаще с ним встречался, я понял, что я имею дело с человеком с Божьим даром, одаренным от Бога человеку, что он в религии, он оказался в самый нужный момент. Этот человек работал не для того, чтобы разбогатеть. Этот человек работал не для того, чтобы именно стать там кем-то, директором и так далее. Вот это то, что он занимается этой работой, это его было как раз таки, это и целью. Потому что ради чего Аллах создал человека? Творит добро. Это и есть добро. Он творил добро и все. И это не какая-то работа, профессия и так далее. Это есть богослужение искреннее, потому что ведь богослужение не только является намаз и ураза. Богослужение – это дышать, жить, говорить так, чтобы Аллах был доволен. Вот эту работу он тоже делал так. Человек столько лет работает на телевидении. Наверное, что-то есть. Аллах есть. Есть много людей, которые мне говорят: баркалла за мою работу. Это самая высокая зарплата, между прочим. Самое высокое – это довольство Аллаха. Но когда ты видишь, что вот есть же люди, в чьем довольстве мы можем довольство Аллаха тоже увидеть. Вот это все, это и есть зарплата. А что еще мне? Если говорить о деньгах, то человек не живет на зарплату. Человек живет на то, что ему Аллах посылает. И это может быть не в виде зарплаты. Мне очень много людей помогают просто так ради Аллаха, так же, как я ради Аллаха просто так делаю что-то в этой жизни. С утра до вечера занимался своей любимой работой. Он вкладывал всю свою душу, всецело отдавался работе. Ну, поэтому, наверное, и были вот такие вот результаты. Ну, я думаю, семена, которые он посеял, вот, образование, они обязательно всходы дадут. Вот. Мы обязательно эти вопросы возвращаемся. Вот, организацию мы подготовили, вот, за будущее Дагестана назвали ее. Вот. Провели большим кругом людей беседы. Вот. Вот. Готовы и будем вместе с Министерством просвещения разъясняем, проводя от имени общественности политику, вот это, что нам нужно. Вот такой оптимальный путь для нашей молодежи находить образование. И вот метод, который Абдулла здесь внедрял, вот, я думаю, он обязательно получит поддержку. Это право выбора каждого родителя. Хочешь своего ребенка раздельный класс обучения, пожалуйста. Не хочешь, и совместно есть. В одной школе. На переменке пусть дети общаются, во дворе они общаются. Дома не надо придумывать это все. Не так давно я включила телевизор и увидела на экране своего бывшего ученика. Я была удивлена, но узнала, что, ой, не может быть, что это он. Но прислушалась, посмотрела и поняла, да, это он, потому что он и здесь, и на этой работе он был же такой же аккуратный, внимательный, четкий в своих отношениях и к своей работе. Когда-то я учил его, когда я увидел в телевидении, мне было так приятно, так было хорошо. Я настолько был готов учиться у него самого. Мне нравилась его искренность, его просвещенность, его подготовленность. На любой вопрос, любое отклонение, любую точку он в момент попадал каждый раз прямо в сердце. И слушателям, и наблюдателям, и с кем он разговаривал. Он был очень такой талантливый человек. Талантливый человек – это во всем талантлив. И будто он был, если бы он летчиком был, он был бы тоже там с Монаровым рядом. У человека такого, как ты, наверняка бывает какое-то хобби. Да? У тебя было какое-нибудь хобби? Типа собирания марок там или что-то вот этого не было. Может быть,
чтение стихов, может быть, написание стихов, может быть, стихи... чтение книг, может быть. Стихи писал. Может, я, играл да. на гитаре. На гитаре тоже играл, стихи Маша. тоже писал, и свои собственные стихи под гитару исполнял. И были там и ребята, и девчата, которым это чуть-чуть вроде бы нравилось по их реакции. Я, честно говоря, до сих пор не понял, почему им это все нравилось, потому что это было, на мой взгляд, довольно слабо. Что-нибудь прочитать сможешь сейчас так, в памяти? Я уже гаю по дереву словом морфий. Вверх поднимается синий приятный дым. Окна зашторив в пыльной и душной комнате, я остаюсь с этим словом один на один. Я вижу в зеркале замкнутость мира и времени. Я разбиваюсь о замкнутость мыслей и снов. Я так спокоен. Отныне нет смысла в движении. Есть только морфий, и я больше нет ничего. Абдулла, пойдет? Хорошо, что ты ислам, да, принял все такое. Хорошо, да, конечно. Я чувствую, ты остался бы один с этим словом. На самом деле, чтобы было понятно, никогда морфий я себе не колол. Это стихотворение как получилось. Я прочитал рассказ Булгакова, который называется «Морфий». Очень красочно там описывается, как один врач постепенно становится морфинистом. И под впечатлением этого я лег спать, и перед сном эти стихи сами пришли мне в голову. А утром я просто встал и записал их. Так получилось. А сейчас ты вообще пишешь стихи? Бывают такие моменты? Чуть-чуть. Имеется в виду вот сегодняшний день? Немного, но ты же знаешь, там тексты некоторых песен, которые исполняются здесь. Зимы лет, от судьбы спасения нет, только слышал ты слова ла илляха илля-Аллах. В круговерти зимы лет, от судьбы спасения нет, только слышал ты слова ла илляха илля-Аллах. Этот мир пленяет нас, но обманет сотый раз, и спасение лишь в словах ла илля илля-Аллах. Этот мир пленяет нас, но обманет сотый раз, и спасение лишь в словах ла илля илля-Аллах. 28 марта 2007 году у Абдуллы родился сын, которого он назвал Мухаммад Арифом в честь величайшего шейха шазалийского и накшбандийского тарикатов. Да достанется его баракат нам всем. Понятно, что отца 4 детей не могло не интересовать их будущее, в каком обществе они будут жить и какое образование получат. Все больше и больше передач посвящено этой тематике. Начинается сбор подписей в пользу раздельного обучения. За короткий срок собрано 10 тысяч, и это не предел. Подкрепив их письмом с обращением, Абдулла со своими сторонниками отправляется в Министерство образования Республики Дагестан. Это вещь социально востребованная. Почему? Потому что в Дагестане есть родители, которые хотят, чтобы их девочки, их мальчики учились отдельно. И таких людей достаточно много. И вот то, что мы собираем сейчас подписи, это как раз-таки для того, чтобы показать тем, кто в этом сомневается, что есть люди, которые за это, да, вот они хотят так. И поскольку у нас, как говорится, демократическое общество, каждый имеет право выбирать ту форму образования, которая ему больше нравится, то эти родители говорят: создайте для наших детей такие условия, которые нам больше подходят. Ни для кого не секрет, что есть родители, которые сейчас забирают детей со школы. Есть родители, которые девочек забирают после 3-4 класса, когда вот девочка уже половое созревание начинается у нее, они забирают ее со школы по разным мотивам. Ну, они не хотят, чтобы вот этот человек, он, даже если нет школы с раздельным обучением, раз у него нет выбора, он ее просто забирает и сажает дома, он ее в школу даже не пускает. То есть для тех родителей, которые хотят этого, пусть будут такие школы, пусть будет альтернатива. То есть человек сам может выбрать школу с раздельным обучением, отдать ребенка, или же школу со смешанным обучением. Это должен быть выбор. Вот вот так мы ставим сейчас вопрос. Мы не говорим, чтобы все школы сделать смешанными, то есть раздельными, поскольку понимаем, что есть люди, которые этого не хотят, и мы не собираемся ничего навязывать. Это их личное дело.
Это было последнее интервью Абдуллы Алишаева. По дороге домой 2 сентября 2008 года, в третий день священного месяца Рамазан, на него было совершено покушение. На следующий день Абдулла покинул этот мир. Те, кто таким образом попытались заставить его замолчать, глубоко ошибаются. За него будут говорить его работы с телевизионного экрана. Несчастные. Они думали, что могут изменить кадар Аллаха. Никто не в силах это сделать. Абдулла мог быть кем угодно – летчиком, врачом, предпринимателем. И никто бы не смог отложить или ускорить день, предписанный Всевышним. Он был мусульманином, журналистом, патриотом. Его, как и всех, кто ушел и стал шахидом, будут помнить. Их примеру будут следовать. Их именами будут называть детей, дабы получить баракат. Да одарит Всевышний Аллах баракатом этих людей весь Дагестан и убережет наш народ от смуты, бед и потрясений. Аллахума амин. Аллахума амин.